Откуда Казахстан возьмет нефть для экспорта в Германию? Компания «Казмунайгаз» ограничена в возможности поставок нефти в Германию, сообщил Курсиву Алжас Байдельдинов, ведущий авторской программы «Байдельдинов нефть». Свободных объемов нефти дополнительно для поставок в Германию у нас нет. Это нужно понимать. Их нет у «Казмунайгаза», у частных компаний. Возможно, они будут у Тенгиз-Шевройла, который увеличит добычу в этом и следующем году, но этой нефтью Казахстан не распоряжается. Она не принадлежит Казахстану, и приказывать иностранным консорциумам, куда им поставлять нефть, мы не вправе, и таких полномочий у Казахстана нет, сказал он Курсиву, комментируя планы Министерства энергетики Казахстана по возможной поставке 6-7 миллионов тонн нефти в Германию. Компания Тенгиз-Шевройл планирует запустить в середине 2024 года проект будущего расширения стоимостью $45,2 миллиарда, который позволит нарастить добычу нефти на Тенгизе на 12 миллионов тонн до 39 миллионов тонн в год. Проект уже выполнен на 95%. В 2021 году на месторождении было добыто 26,6 миллиона тонн. ТШО сообщал, что по итогам января-сентября 2022 года этот показатель составил 21,5 миллиона тонн. По данным министра энергетики Балата Акчулакова, за весь прошлый год на Тенгизе было добыто 29,2 миллиона тонн. Но ключевым маршрутом экспорта для ТШО остается Каспийский трубопроводный консорциум. «Казмунайгаз» имеет 20%, но и долю в Тенгиз-Шевройле, то есть получит свою часть прироста добычи, однако эти дополнительные объемы, констатирует Байдельдинов, недостаточны, чтобы заместить выпадающие поставки российской нефти, от которых отказалась Германия. «Казмунайгаз», по его словам, поставляет почти половину из добываемых 22-24 миллиона тонн нефти в год на переработку на принадлежащие ему 3 казахстанских НПЗ, что существенно сужает возможности по экспорту нефти. При этом 5 миллионов тонн ежегодно он должен поставлять на 2 своих румынских НПЗ. Потребление Германии составляет порядка 100 миллионов тонн нефти в год. То есть мы добываем порядка 84-86 миллионов тонн, 64-67 миллионов тонн мы экспортируем. И, естественно, даже если мы весь объем добываемой нефти отправим в Германию, мы их потребности полностью не удовлетворим. 6 миллионов тонн – это 6% от их потребления, сказал он, отметив, что Россия поставляла в Германию около 24-25 миллионов тонн в год. Помимо крупных иностранных консорциумов, работающих на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке, нефть в Германию может быть поставлена за счет своп-операций, когда, к примеру, российская нефть может быть куплена для нужд Павлодарского НПЗ, а не попавшая под санкции, ЕС казахстанская поставлена на экспорт в Европу. То есть, то, что сейчас поставляется в Германию, это, вероятнее всего, какое-то переориентирование поставок или действительно своп с какой-то российской нефтью. Это возможно. Либо это блендинг с российской нефтью в той или иной степени, сказал Байдельдинов. Блендинг необходим для обхода ограничений на поставки российской нефти в ЕС и другим потребителям. При условии, что казахстанская и российская нефть будут смешиваться в соотношении 51% на 49%, смесь уже не будет иметь российское происхождение. На мой взгляд, это больше связано с тем, что если 51% российской нефти при поставке на экспорт, то она считается российской по международным критериям, и если менее 49%, то это другая нефть. Если нефть блендится сейчас в танкерах и продается под другими сортами, это больше связано с такими схемами, нежели с реальными поставками нефти из Казахстана, полагает эксперт, считая, что вся история с поставками нефти в Германию является лишь пиар-акцией, призванной показать немцам усилия властей ФРГ по замещению российской нефти поставками из других источников. Сомневается он и в возможности дополнительных поставок за счет роста добычи в целом в 2023 году в Казахстане. В 2023 году, по прогнозам Минэнерго, планируется добыть 90,5 миллиона тонн. Это значительный рост по сравнению с 84,2 миллиона тонн, добытых по итогам прошлого года, и 85,7 миллиона тонн в 2021 году. В Минэнерго, однако, не раскрывают, за счет каких именно месторождений планируется добиться такого роста. Вместе с тем, в Казахстане растут и внутренние потребности в нефти. В 2023 году план по добыче есть, но он не такой большой, чтобы эти дополнительные объемы появились.
Плюс опять-таки внутренний рынок у нас съедает все больше объемов нефти. Соответственно, пространства для маневра здесь нет. Каких-то выгод или дополнительных доходов для Казахстана не предполагается, считает Байдельдинов. По прогнозам Минэнерго, экспорт нефти из Казахстана вырастет в 2023 году сразу на 6,7 миллиона тонн, до 71 миллион тонн по сравнению с 64,3 миллиона тонн в 2022 году. Министр энергетики Балат Акчулаков сообщил журналистам в кулуарах правительства, что Казахстан максимально может предложить Германии до 6-7 миллионов тонн нефти в год, считая реальной цифру в 1,5 миллиона тонн. Первая партия в 20 тысяч тонн должна быть отправлена в Германию уже в январе, но для этого необходимо получить согласие российской Транснефти на прокачку по нефтепроводу «Дружба» по территории России и далее через Беларусь и Польшу. По его словам, устное подтверждение согласия на прокачку казахстанской нефти уже есть, а осталось лишь формализовать его на бумаге. Министр считает, что проблем с транспортировкой нефти из Казахстана в Европу не будет. Ключевым моментом Акчулаков считает лишь реальную потребность Германии в казахстанской нефти. Там главное, чтобы потребители брали. Больших проблем с Российской Федерацией в отношении прокачки никогда у нас не было. Суммарно по году может быть до 1,5 миллиона тонн, сказал глава Минэнерго. Ранее Акчулаков сообщал, что в Европу может быть поставлено до 7 миллионов тонн казахстанской нефти дополнительно по двум маршрутам, 5 миллионов тонн по нефтепроводу Атырау-Самара и еще 2 миллиона тонн по направлению на Махачкалу. 5 миллионов тонн ежегодно Казахстан поставляет на переработку на 2 румынских НПЗ, принадлежащих «Казмунайгазу». При этом министр признавал, что поставки нефти на экспорт идут в рамках заключенных договоров, поэтому возможности для поставок новым потребителям ограничены. Внешними поставками нефти на мировой рынок в группе компаний «Казмунайгаз» занимается швейцарская KMG Trading AG. Она обеспечивает загрузку нефтью 2 румынских НПЗ, а также продает нефть и нефтепродукты на Черном и Средиземном море. В 2022 году прогнозная свободная мощность нефтепровода Узень-Атырау-Самара, по которому казахстанская нефть будет поступать в нефтепровод «Дружба», по данным Казтрансойла, составляла с учетом ожидаемых объемов нефти 4 миллиона тонн на участке от Узеня до Атырау и 9,9 миллиона тонн на участке от Атырау до Самары. Таким образом, технические возможности для прокачки 6-7 миллионов тонн нефти в Германию есть. В конце декабря прошлого года Казтрансойл сообщил о том, что подал заявку на прокачку в 2023 году через нефтепровод «Дружба» 1,2 миллиона тонн нефти, в том числе 300 тысяч тонн в первом квартале. В конце декабря прошлого года Казмунайгаз сообщил о планах поставить уже в январе 2023 года 20 тысяч тонн нефти для НПЗ в немецком городе Шведт. Последний способен перерабатывать более 11 миллионов тонн нефти в год, снабжая нефтепродуктами Берлин и большую часть Восточной Германии. НПЗ получал российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь и Польшу. В сентябре Министерство экономики ФРГ передало в доверительное управление Федеральному сетевому агентству БНИДЗЯ дочерние структуры Роснефти в Германии, Роснефть Deutschland GmbH, RDG и RN Refining Ampersand Marketing GmbH, RNRM. В результате под контроль БНИДЗЯ перешли доля участия Роснефти в 3 немецких НПЗ: PCK Refinery Шведт 54,17%, Мира Крлсруэ 24% и Бирнуал Вогбург 28,57%. При этом Германия отказалась от поставок российской нефти, в связи с чем встал вопрос ее замещения.